Большинство экспертов, оценивая ударный потенциал всех стран, отдают первенство американцам и ставят на второе место российскую армию. Примечательно, что наши вооруженные силы еще каких-то 15 лет назад были 46-ми во всех рейтингах, а сегодня уже способны бросить вызов самой сильной армии мира. Однако так считают не все. Некоторые западные специалисты с пеной у рта утверждают, что хоть Россия и вырвалась на второе место, до американской мощи ей еще расти и расти. Так ли это? Попробуем разобраться. Заодно оценим вероятность конфликта между двумя сильнейшими армиями мира и каковы могут быть его последствия. Вначале обратимся к сухим цифрам. Число военнослужащих. В США 1,43 миллиона, в России 1,13 миллионов. Боевые самолеты 3000 в США, в России 1614. Вертолетов в США 6225, в России 1431. Танки США в количестве 2000 штук, в России 5000 штук. БМП, БТР и БМД в США 22 500, в России 21 300. САУ в США 2000, в России 6800. Буксирующие орудия в США 1500, в России 2900. РСЗО в США 830, в России 3500. Боевые корабли в США 275, в России 210. Авианосцы в США 10, в России 1. Подводные лодки разных типов в США 72, в России 72. Как видим, солдат у России примерно на 400 тысяч человек меньше, чем у США. Огромное отставание наблюдается также по боевым самолетам и вертолетам. Зато по танкам наша армия превосходит потенциального противника в 2,5 раза. Как и по всем видам артиллерии, а артподготовка, как известно, один из важнейших аргументов в полномасштабных боевых действиях. Что касается присутствия на море, здесь силы противников примерно равны. Если не считать авианосцы, по которым Штаты сделали Россию просто в сухую. Цифры, конечно, важны, но, как показывает практика, исход войны не решается только количеством вооружений. Многое зависит от ряда других факторов, важнейших из которых – качество. Существует мнение, что проще всего оценивать качество вооружения по деньгам, которые на него выделяются. А здесь, как известно, мы опять проигрываем вчистую. Ведь на разработку и производство современных вооружений Штаты выделяют почти в 10 раз больше России и больше следующих 10 мощнейших военных держав мира вместе взятых. С другой стороны, сравнение расходов было бы неполным, если бы мы не оценивали эффективность расходуемых на вооружение средств. Проиллюстрируем это свежим примером. Вы, наверное, слышали, что американцы недавно начали серийное производство новейшего истребителя F-35. Россия через год запускает в серию свой Т-50 ПАК-ФА. Так вот, на разработку суперсовременной машины российское государство потратило меньше $3 миллиардов. А создание американского истребителя обошлось почти в 60 миллиардов. Злые языки утверждают, что проект F-35 в результате может влететь американскому бюджету в фантастические 1,3 триллиона. По этому поводу в западной прессе ходит шутка, что, мол, если бы F-35 был сделан из чистого золота, он стоил бы дешевле. Но это еще не все. Американский золотой истребитель оказался не таким уж и золотым. Он уступает Т-50 по большинству основных характеристик. Например, максимальная скорость F-35 ниже на 1500 километров, а крейсерская в 1,5 раза. Американец берет на борт меньше вооружения, он неповоротлив, имеет значительно меньшую дальность и предельную высоту полета. А единственный показатель, по которому F-35 превосходит наш ПАК-ФА, это незаметность для радаров. Но и тут есть вопросы. Во-первых, российский самолет еще не принят на вооружение, а значит, его реальные параметры могут оказаться выше заявленных. Что случилось не раз, например, с теми же калибрами. А во-вторых, для современных российских систем ПВО самолетов-невидимок попросту не существует.
Зенитная ракетная система С-500, он же Прометей, которыми скоро оснастят наши войска, будут сбивать все, что летает. Если верить специалистам, защиты от них никто не придумает еще минимум 20 лет. Как видим, деньги решают не все, и при оценке потенциалов противников нужно учитывать ряд других условий, таких, например, как уровень подготовки командного и личного состава, мобильность армии, работа разведслужб и так далее. Без этих факторов самые мощные современные вооружения превращаются в бесполезную груду металлолома. Да, мы еще не сказали о главном аргументе современной войны – ядерных потенциалах, объемы которых у России и США примерно сравнимы. По последним данным, в составе отечественных стратегических сил находится 1765 ядерных боезарядов на 523 развернутых носителях, а в США 1367 боезарядов на 681 носителе. А что же с качеством? Самая новая американская ракета наземного базирования была принята на вооружение еще в начале 80-х. Между тем, как Россия лишь в 2015 году поставила 24 новых подразделения ракет РС-24 «Ярс», а к 2020 году планируется заменить старые образцы ракетами РС-28 «Сармат», которые способны преодолевать любые известные системы ПВО. В общем, если в обычных вооружениях наметился относительный паритет, то по стратегическим ядерным вооружениям между Россией и США существует пропасть, которую американцы не смогут преодолеть в ближайшие десятилетия. Но несмотря ни на какую разницу в потенциале, ни одна страна не спешит ввязаться в ядерный конфликт. У военных существует термин «взаимное гарантированное уничтожение», намекающий на то, что ядерные державы накопили неприлично большое количество боеголовок. И даже если системам ПВО удастся сбить 98% ядерных ракет, оставшимися парой процентов стороны способны, если не стереть друг другу с лица Земли, то уж точно погрузить в каменный век. А дальше радиация и ядерная зима добьют тех, кто выжил. Именно боязнь планетарной катастрофы удерживает все стороны от атомного безумия. И эта боязнь подарила нам возможность жить в самую долгую в истории эпоху без полномасштабных войн. Хочется верить, что несмотря на все трения между Россией и Западом, этой эпохой смогут насладиться еще и наши внуки. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До скорых встреч, мой друг.